ходе трехчасовой прямой линии Владимир Уйба показал полную открытость в общении с гражданами, отметил председатель Госсовета Коми Сергей Усачев. Глава ответил на волнующие жителей региона вопросы о развитии северных городов, модернизации первичного звена здравоохранения, развитии малой авиации и о поддержке региональных предприятий. Безусловно, вопросов было очень много, но это отнюдь не показатель, что у нас только проблемы. Они накопились за долгие годы, но это показатель высокого доверия к главе как последней инстанции. Формат прямой линии всегда был эффективным инструментом, который позволяет точнее почувствовать ситуацию на местах. Возрождение села начнется через создание внутреннего производства. Совсем скоро республика будет выдавать беспроцентные кредиты на строительство предприятий, выпускающих продукцию для жителей села. Впрочем, есть и другие механизмы, их уже используют на местах. Так, в Спас-Порубе Прилузского района создано 3 ТОСа, которые активно участвуют в грантовых конкурсах. Один из них – народный бюджет. По народному бюджету у нас сейчас источник. После этого источника отремонтировали, там реконструкцию полностью провели. Сейчас можно даже прийти, там, любой незнакомый человек может прийти и прям отдыхает там на этом источнике. Вообще вода чистая бежит. У нас установили визит-центр красивый стал. Может, где-то там уже он мелькал в новостях. Вот очень красиво вечером идешь, так светятся там лампочки, светят фонарики. А жители поселка Жешерт Усть-Вымского района сообщили о проблеме с выбросом древесной пыли на Жешертском фанерном комбинате. Владимир Уйба отметил, что о проблеме он знает, и добавил, что эта пыль не опасна. Но жителям Жешерта было бы спокойнее, если бы вопрос с хлопьями пыли решился раз и навсегда. Эта проблема на сегодняшний день до сих пор не решена. Поэтому я думаю, что Владимир Викторович там поможет нам в решении этого вопроса, так как он действительно в курсе этого дела. Глава отметил, что работа с руководством Жешертского комбината по вопросу уменьшения выбросов древесной пыли ведется постоянно. Комбинат на 2022 год принял программу «Ноль выбросов». В следующем году на предприятии установят специальное оборудование для очистки воздуха. Такое новшество обойдется в 300 миллионов рублей.